столице крымских ханов в древнем Бахчисарае презентовали фильм «Терджиман», переводчик, снятый студией Карадинис Продакшн. Документальный фильм посвящен деятельности выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского и приурочен к году празднования 170-летия великого деятеля. Именно здесь, в Бахчисарае, Исмаил Бей провел свои самые активные и плодотворные годы. Фильм «Переводчик» охватывает все этапы жизни Исмаила Гаспринского. Создатели картины хотели передать богатый внутренний мир учителя, его видение мира и гениальные прогрессивные идеи. Гаспринский, создавая для Терджимана многие тысячи простых и коротких статей по всем вопросам, практически лишился времени на написание масштабных, фундаментальных произведений, которые в первую очередь и обеспечивают посмертную славу любого писателя. Но он свою славу видел в другом – в благодарных письмах читателей, в успехах выпускников школ нового типа, в облике нового поколения крымско-татарской интеллигенции, которая выросла на глазах у Гаспринского за годы его трудов. Efendiler, artık padişah yok. Halkımız kendi devletini kurmak fırsatını elde etti. Для Карадинис Продакшна отметить дату 170-летия Исмаила Гаспринского было важно. Что самое лучшее мы могли сделать? Это, конечно, снять очень серьезный документальный фильм, в котором бы мы могли отразить такой полный масштаб личности этого очень глубокого человека. Показать его истинные мотивы, показать его цели, показать все трудности, препятствия, которые просто были для того времени гигантскими, которые он смог преодолеть. И, наверное, еще глубже осознать те результаты, которые принесли его труды и которые до сих пор получает наше поколение. «Переводчик» – первая большая работа для режиссера студии Карадинис Продакшн Эдема Асанова. Когда мне предложили снять документальный фильм про Исмаила Гаспринского, меня это сразу же заинтересовало. Исмаил Мурза Гаспринский – очень культовая фигура в истории крымских татар. Я сразу понимал всю ответственность. В этом фильме мы не хотели сделать какой-нибудь экскурс по его биографии, а больше показать его мысли. Над созданием фильма студия Карадинис Продакшн работала несколько месяцев. Основные съемки проходили в Бахчисарае. Авторы фильма сосредоточились на периоде конца 19-го, начала 20 веков, когда крымско-татарское общество находилось на пороге перемен. Просматривая фильм, невозможно не отметить параллели с нынешним положением народа. Параллели нашего времени со временем Гаспринского, они становятся очевидными, даже если ты первоначально об этом не задумывался. И нам очень важно было не просто показать эти параллели, но и нам было важно, чтобы люди задали себе вопросы. И самый главный вопрос – что дальше? И Гаспринский нам показал этот путь. По сути дела, единственный для нас путь – просвещение, развитие, прогресс, образование, сохранение нашей идентичности, сохранение нашего языка. Над фильмом работала большая команда профессионалов, перед которыми стояла непростая задача – воссоздать картину более чем вековой давности, образы, дух той эпохи. Это был очень интересный проект, и проект не только моего воплощения, но и моих исследований. В процессе съемок и в процессе изучения, это предсъемочная работа, я узнал очень много интересных фактов о жизни Исмаила Гаспринского, о его деятельности. Сегодня я показал выставку, на которой представлены предметы, участвовавшие в съемках фильма, и предметы, которые связаны с Исмаилом Гаспринским. Это газеты, это журналы под изданием «Терджиман», это книги, которые также печатались в типографии «Терджиман», также рукописи, над которыми вел работу Исмаил Гаспринский. Увидев сейчас этот результат, я все-таки уверен в том, что этот фильм привлечет внимание подрастающего поколения, заразит этими светлыми идеями просвещения многих творческих людей. И, как я уже успел заметить, то, что и нам получится когда-нибудь осуществить мечту нашего величайшего учителя и построить эту страну блаженства, о котором он мечтал на берегах Черного моря. Получасовой фильм «Переводчик» смог передать настроение, надежды и чаяния Исмаила Гаспринского и всего крымско-татарского народа в то непростое время. Это отметили специалисты, долгие годы изучающие наследие великого просветителя. Büyük teşekkürler bildirmek isteyim. Film gerçekten de pek yaxşı olgan ve pek tesirli bir film olup çıktı. Bu film bizni tek Gasprinskiyni tarixini ve yaşayışını göstermedi. Bu gelecek nesilde gösterilgen insanlarını, biz onlarını pek yaxşı tanıdık. Mesela Noman Çelebiçi xanlarını, Osman Akçokraklıklarını,
Шымдыкы күнімізге егер бақсақ, тек Исмаил Гаспринскийнің музейі қалды. Аяқта, аляда тұра. Ама bu insanlarga ait bir danede muzey yok. Bu gerçekten de büyük bir, ne diyeyim sizge, böyle bir sual olup çıka. Öyle bir lider ki bir vakit özün milleti içinde düşman kıdırmadı ve karşılık yapmadı. Mollalarını, zenginlerini, fakirlerini, fukarelerini kim olsa onlarını hepsi çıkını koşmak, birleştirmek hareket etti. Ve şayet milletlerini birleştirdi. Böyle bir seviyede çıkarılgan birinci filmdir deyip sayam. Hem de serlevası gayet emniyetli tercüman. Gasprinski gerçekten kim olganı, nasıl bir fikirleri ve milletimizge has olgan bir çizgi. Tolerantlık, medeniyet ve marifke, progreske, yönelişke intiluftur. Гаспринский o еді, dünyaya bu fikrini getirdi. Основная цель авторов это все-таки не повторить еще раз общеизвестные факты, а, наверное, копнуть немножко глубже в этой ситуации, которая похожа, наверное, на шахматный мат, от которого не двинуться ни влево, ни вправо. И вот что в этой ситуации делает Исмаил Гаспринский? Он переводит игру на совершенно другое поле. Образование, просвещение, культуры. Мне кажется, что здесь прежде всего авторы этого фильма хотели поделиться своими мыслями о лидерстве, о том, что такое национальный лидер, о том, как им становится и как он себя ведет. Основное впечатление от просмотренного сегодня фильма – это невероятная, скажем, подача в плане этнографической точности, ну, скажем, максимально. То, что знания, те, которые у нас на сегодняшний день накоплены, именно этнографические знания, то я считаю, что это достаточно высокий уровень, потому что все остальные, скажем, ну, предшествующие какие-то такие попытки, они были не совсем корректны. Bu filmni yaratgan komanda sağ olsun. Çünkü onlar böyle birkaç mevzular, bir filmde birkaç mevzular ko'tardilar. Esası onlar bu filmden siyasetçilerimizge, medeniyet erbablarımızga, tahsil erbablarımızga bir siltin verdiler bu filmden. Хронометраж cihetinden kısa olsa da lakin çok dereceli informatif bir film oldu. Filmin sonki dakikalarında İsmail Gasprinski'nin cenazesi gösterildi ve bu ebed pek duygulata, pek tesir etti. Bu levhalarga koz yaşsız bakmağa ağır geldi bana. Hususan bundan son yaş nesil ve İsmail Gasprinski'nin devamcıları meydana çıkar ve bu daha çok tesir etti. Demek ki Gasprinski'nin bütün işi, faaliyeti boşuna olmadı. Исмаил Гаспринский – это человек-эпоха, великий учитель, оставивший крымским татарам огромное богатое наследие и показавший путь в самые, казалось бы, темные времена.